Рашид Рашидион. Этот человек в дни конфликта на границе распространял ложную информацию. Мы установили, что это фейковый пользователь. С помощью онлайн-инструментов мы определили, чье фото он использует. Это Николай Риш. Он музыкант и стилист. Всем привет! Это фейк-контроль на Темиров Лайв. С вами Айджан. После вооруженного столкновения между кыргызами и таджиками каждый из нас заметил еще более страшную информационную войну, которая провоцировал межнациональную вражду двух стран. Мы проанализировали 1000 кыргызских и 1000 таджикских пользователей. Эти хищники в цифровом мире явно вели себя неадекватно. Как они себя вели? Оскорбляли, кибербулили, троллили и разжигали межнациональную вражду на 3 языках – на кыргызском, на таджикском и на русском. В кыргызском сегменте распространялись фотографии маленькой девочки с ожогами на лице. Пользователи писали, что ребенок получил травму от рук таджикских агрессоров. Мы проверили это фото и нашли статью, где рассказывается история этой девочки. Ее зовут Анжела, она из Азербайджана и получила травму во время пожара. Также и были публикации явного оскорбительного характера в адрес людей таджикской национальности. Кыргызстан. Из 1000 аккаунтов мы выявили 116 фейков. Токон Кудайбердиев. Пользователь, который в основном троллит таджикских пользователей Фейсбука. По аватарке нам удалось найти его. Алтайский парень, зовут его Чалын. В таджикском же сегменте начали распространять видео с описанием, что афганцы едут в Исфару. Наша команда ранее разоблачила эту фейковую новость. Видео старое. А если точнее, то мы нашли эти кадры в фильме, посвященный 60-летию 201-й военной базы. Выпуск можете посмотреть на нашем канале. Проанализировав 1000 таджикских пользователей, мы выявили 200 подозрительных аккаунтов. Наши специалисты из 200 аккаунтов выявили 20 активных контент-мейкеров. Мы взяли последние 50 публикаций каждого пользователя. И вот что нам удалось выяснить. Из 20 контент-мейкеров 6 пользователей – таджикские оппозиционеры, и остальные 14 – сторонники президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Берем одного случайного фейка из нашего списка. Например, Сангинзода Зафар. Смотрим его публикации и кто тут отмечен. Пробиваем каждого по одному. Некоторые из них показались очень знакомыми. Почти все они есть в базе наших фейков, которые мы показали ранее. Конечно, там есть и реальные люди. Может, это совпадение? Может, все фейки сошлись во мнении и решили выйти одной стеной против общего врага? Проверяем. Вот другая публикация. И опять отмечены одни и те же люди. Вот третья и четвертая. Подобная тактика отмечать фейковые аккаунты в публикации для накрутки охвата поста часто используется различными политическими и фабриками троллей. Таджикистан. Из 1000 аккаунтов мы выявили 194 фейков. Кыргызстан. Из 1000 аккаунтов мы выявили 116 фейков. Действия этих фейков обостряли и без того сложную ситуацию. Друзья, мы снова и снова призываем вас не поддаваться провокации и проверять информацию, которая публикуется в соцсетях и распространяется в мессенджерах. А для того, чтобы узнать, фейковый аккаунт или нет, достаточно просто заглянуть в ленту пользователя. При регистрации в Фейсбуке ты соглашаешься с нормами сообщества, и от тебя просят соответствовать политике этой платформы. Там тебе конкретно и ясно объясняют, что запрещается язык вражды, запрещается троллить, кибербулить. А если вдруг заметишь нарушение нормы, то ты можешь пожаловаться. Хотелось бы, чтобы платформа обратила пристальное внимание на кыргызскоязычный и таджикоязычный сегмент социальной сети. На этом у меня все. До новых встреч. Социальные сети и мессенджеры созданы с целью объединить общество в мире. Там мы можем дружить, свободно выражать свое мнение различного характера.
делиться картинками, видео и аудиофайлами. Но в последние годы интернет-пространство используют для введения информационной войны с использованием языка вражды и разжигания ненависти. Напомним, что 22 мая Министерство внутренних дел Кыргызстана задержало 2 девушек по подозрению в межнациональной вражде за распространение провокационных сообщений через WhatsApp. Незнание закона не освобождает от ответственности.